Каля 200 дзяцей з Маладзечынскага района наведваюць лагеры з профільным вывучэннем прадметаў. Гэта вучні 7, 8, 9 і 10 класаў. Яны хочуць набыць новыя веды, таксама падрыхтавацца да школьных алімпіяд. Варта сказаць, што стварэнне раённых атрадаў на базе устаноў адукацыі першы вопыт для настаўнікаў і школьнікаў. Заняткі па беларускай мове праходзяць на базе першай школы, па гісторыю у 12-й. А, напрыклад, у гімназіі нумар 6 дзейнічае адразу 2 атрады. Адзін з іх па грамадазнаўству. Мне понадобится обществоведение для поступления. Я планирую поступить на юриста, поэтому повезло то, что и в принципе меня интересует эта сфера и поможет в будущем. Опробовав себя в олимпиаде в обществоведении, я поняла то, что мне интересна эта сфера. После школьной олимпиады я прошла на районный этап, но после я не прошла. Естественно, мне нужно получать какой-либо опыт. И сейчас подвернулась такая удача, что я могу себя продвинуть в этом. Профільны лагер дазваляе не толькі паглыбіцца ў вывучэнне патрэбнага прадмета, падрыхтавацца да інтэлектуальных спаборніцтваў, але і вызначыцца з будучай прафесіяй. Заняткі доўжацца 4 гадзіны. Сам лагер дзейнічае 18 дзён. Ксенія Шоць выбрала прадмет аб вывучэнні сусвету, загадкавага і таямнічага космасу. Астраномію дзяўчына будзе праходзіць у 11 класе, але падчас лагера ёсць магчымасць прайсці базавы курс для старшакласнікаў. Я узнала, откуда берутся звезды, как они вообще появляются, как они умирают. Ну, это самая драматическая часть, наверное, в их жизни, и это очень интересно. Удивило очень, что звезды – это не какой-нибудь камешек или еще что-то, это какой-то шарик газа. Это было прям открытие для меня, потому что я думала, ну, это как планета наша, только просто горит, например. А оказалось, что это водород, гелий, все эти пары, газы, облака, и ну, это было очень ново для меня. Такой профильный лагерь, он направлен в первую очередь на то, чтобы учащиеся в более спокойной обстановке могли заниматься своим любимым предметом со своими знакомыми преподавателями. То есть не только чтобы один преподаватель в конкретной школе готовил данного учащегося для того, чтобы преподаватели давали свои знания какие-то отличные друг от друга, что более способствует успешной подготовке. У кожным з профільных лагераў працуюць педагогі, прафесіяналы сваёй справы, якія паспяхова падрыхтавалі да алімпіяды не аднаго вучня. Юнакі і дзяўчаты займаюцца не толькі ў класе, яны зарэгістраваны на спецыяльнай онлайн-платформе, дзе выконваюць заданні. У сярэдняй школе нумар 8 сабраліся аматары IT-сферы. Новыя тэхналогіі, сайты і праграмы, іх профіль. Міша Кабакоў перайшоў у 9 клас. Хлопец упэўнены, што час перад камп'ютарам варта бавіць з карысцю. На данный момент я работаю над созданием мессенджера собственного, на основе языков программирования, таких как HTML, CSS, Python, PHP и так далее. Я хочу создать мессенджер, где будут общаться исключительно дети из Беларуси, где будут последние новости, например, о тех же самых инстазвездах и так далее. Для меня это будет хорошая практика по написанию кодов. Я думаю, многим людям это понравится. И если направить это в правильное русло, то может это вылиться во что-то более грандиозное. Учащиеся используют алгоритмические структуры на том языке программирования, который привычен для них, и используют уже потом их в готовом виде. То есть программа составлена с учетом заданий, которые используются на республиканской олимпиаде. Наши учителя неоднократно подготовили уже победителей и последнего заключительного этапа, и третьего, поэтому они знают, какие задания там, и вот с этим учетом сделана и программа. Профільныя лагеры на базе устаноў адукацыі працягнуць сваю працу да 23 чэрвеня. І пакуль вучні пашыраюць веды, настаўнікі разлічваюць у хуткім часе пачуць о перамогах сваіх падапечных на раённых, абласных і рэспубліканскіх этапах алімпіяды. Алеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ.